всего 14 мест приемных мы проводим прием. Единая неделя приема граждан прошла по всей России. Проект единороссов, приуроченный к годовщине образования партии, в выпуске. В рамках сегодняшнего рейдового мероприятия был выявлен ряд водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, касающиеся части перевозки пассажиров. Чтобы трагедия не повторилась, в регионе началась масштабная проверка пассажирского автотранспорта. Это история страницы, которую нужно частенько переворачивать, смотреть в прошлое, потому что без нашего прошлого, к сожалению, не будет будущего. Этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». Кому и каким образом удастся вернуть ингушских зрителей в прошлое? Он тренировался, готовился к этим соревнованиям, серьезно отнесся. Так держать. Боец, наш дзюдоист Магомед Амин Сычуев всех положил на лопатки и стал чемпионом страны. Я люблю играть в шахматы. Это очень интересно. И я люблю побеждать. Они чувствуют этот мир иначе и видят больше, чем обычные люди. Расскажем о празднике для особенных детей. Здравствуйте, это новости 24. Всероссийская неделя приема граждан партии «Единая Россия» завершилась. Ежегодно с 2013-го свои двери открывают 85 региональных приемных. Общение с жителями приурочено к годовщине единороссов. Строительство детской площадки, электронная очередь в детский сад, реализация проекта «Городская среда» и решение многих других вопросов граждан в репортаже нашего корреспондента Дианы Дударовой. В коридоре администрации МАГАСа молодые люди в ожидании начала приема граждан. В выполнении миссии выслушать и поспособствовать решению вопросов жителей республики участвует руководитель региональной общественной приемной Мустафа Цуров. Время 10:00, значит, пора принять первого гостя. А если оба родителя работают, то не получается. Вот мы сегодня на сегодняшний день передаем своего ребенка там из рук в руки, и в итоге пришлось одному родителю сидеть без работы дома. Ахмед Ташхоев, житель города Карабулак, долгое время у него не получается устроить своего ребенка в детский сад. Очереди не доходит. Сам Ахмед и его жена трудоустроены. Родителям пришлось отдать свое чадо в частный сад, но в какой-то момент с такими затратами стало трудно справляться. По этой причине супруга Ахмеда была вынуждена уйти с работы, чтобы остаться с ребенком дома. И это сильно ударило по бюджету семьи. Сегодня Ахмед пришел на прием не только с просьбой посодействовать его проблеме, но и с предложением предусмотреть льготы для детей, у которых оба родителя работают. Оба родителя работают. При представлении соответствующих справок, то чтобы их дети имели преимущественное право поступления в дошкольное учреждение, да? Все верно. Да. Ну, хорошая идея, хорошая законодательная инициатива будет. Мы этот вопрос рассмотрим в законодательном собрании. И если коллеги поддержат, дальше мы этот вопрос будем продвигать дальше и федеральное законодательство попробуем направить. Визит Мустафы Гомкартиева связан не с личной проблемой. Он, можно сказать, обращается с просьбой от лица односельчан. В Верхних Отчелуках на улице Совхозной еще более 5 лет назад была отведена территория под строительство спортивной площадки. Реализация такой идеи позволила бы обеспечить местную молодежь зоной досуга. Однако никаких продвижений в вопросе благоустройства пока нет. دقية تا أقش حياة الجرس حياة سيارة تجيبتها عندك حاجة زوجك بريال مش أهتبولش زوجك بس ليش الدور جديد فوق ما خدولش حياش خالشي نوصل لي شو كيشتدي молодежь حكيتش كيجي دير زعما دولة دولة زعما كيش وسكيل ملياز داري أزويت زوجك ويا أج بخبر بس قلت إنه باخر سيس إنه باخر بوش عايش تخيرت دوك يعني молодежь سويتي بولش. Ответ на вопрос Мустафы Гомкартиева не заставил себя долго ждать. Заместитель секретаря Ингушской региональной партии «Единая Россия» Батыр Хамхоев уточнил, попадает ли улица Совхозная в список партийного проекта «Городская среда», в рамках которого благоустраиваются общественные территории. И обещал походатайствовать в комиссию, чтобы начать строительство площадки в 2020 году. Обращаются сегодня по вопросам разного характера: трудоустройства, образования, строительства соцобъектов, аварийное жилье и другие. Прием граждан проходит с 25 ноября по всей стране в честь годовщины образования партии «Единая Россия».
В нашей республике 9 местных общественных приемных, 10-я региональная общественная приемная. Плюс к этому мы открыли еще 4 дополнительные площадки. Всего 14 местных приемных мы проводим прием. В Назране тем временем горожан принимает депутат Государственной Думы Российской Федерации Юшак Азгиреев. С просьбой о помощи к нему обратилась местная жительница Хадя Буражева. Вот уже который год она отбивает пороги различных инстанций с просьбой посодействовать в решении жилищного вопроса, но все безрезультатно. К тому же еще и ребенок тяжело болеет, что вдвойне осложняет сложившуюся ситуацию. Депутат Госдумы взял этот вопрос под личный контроль. Практически, если мы сейчас с этим жильем не разберемся, мы можем остаться и на улице. Так, если можно так сказать. Потому что я на выезды с ребенком выезжаю в больницу, и у меня практически не получается. Еле-еле получается вот из-за жилья платить. Депутат Государственной Думы отметил, что прием прошел довольно плодотворно. Юшак Азгиреев отметил, что поступившие обращения не останутся без внимания, в особенном приоритете те, которые касаются помощи тяжело больным детям. Проблемы, они примерно всегда были одинаковые, но сегодня почему-то попалось очень много людей, у которых больные дети есть, тяжелыми формами болезни, и люди, которые не знают, не видят ситуацию, как решить ту или иную проблему. Чаяния и предложения жителей республики выслушал и заместитель председателя правительства Михаил Елезов. Развернутые ответы по всем обращениям, как заявили члены партии, планируют дать до конца года. Прием граждан завершился на позитивной ноте. Вице-премьер поздравил работника партии Хусейна Мамилова. Его день рождения совпал с важной датой для «Единой России». Желаю, чтобы у тебя все складывалось. Вера дал, вера дал. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. В местной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с жителями региона встретился депутат Госдумы Алихан Харсиев. В основном к нему обращались с просьбой о содействии в улучшении жилищных условий. И есть и те, кто просто пришел поблагодарить мецената. О том, как проходил прием граждан в Сунже, расскажет Микаил Тангиев. Узнав, что депутат Государственной Думы Алихан Харсиев собирается провести прием граждан в городе Сунжа, жители с самого утра поспешили в местную общественную приемную партии «Единая Россия». К примеру, Айшат Чиниева приехала вместе с ребенком из Троицкого, чтобы попросить хоть как-то посодействовать в решении ее жилищного вопроса. Выслушав женщину, Харсиев тут же оказал посильную финансовую поддержку для строительства их нового дома. Не хватает денег у нас на зарплату, на квартиру, на еду, на все уходит. Довольны ли вы своим ответом? Да, мы довольны. Багаудин Балкоев вот уже долгие годы вынужден снимать квартиру, так как собственного жилья у него нет. Ситуация вдвойне тяжелая. Отец воспитывает ребенка с заболеванием ДЦП. Пообщавшись с депутатом Государственной Думы, его вопрос был также решен на месте, и мужчине оказали необходимую финансовую помощь. Я бы хотел от чистого сердца, от всей души, от всей своей семьи отблагодарить Харсиева Алихана. Социально-бытовые вопросы, материальная поддержка, здравоохранение и, конечно, образование. Кстати, что касается последнего пункта, то одна из проблем в этом направлении была решена еще раньше. Узнав о приеме Алихана Харсиева, заведующая местным детским садиком решила навестить депутата и поблагодарить его за поддержку, оказанную недавно их образовательному учреждению. Мы бы хотели официально вас отблагодарить. Спасибо. Да, за то, что вы обрадовали наших детей. Покрытие пришло в непригодное состояние в детском саду. Дети не могли играть на площадках. И когда Харсиев Алихан узнал об этом, я его попросила о помощи. Он нам помог. Не задумываясь, не прошло и 2 дней, как все было. Покрытие было доставлено в детский сад. После завершения приема Алихан Харсиев в своем интервью отметил, что несмотря на работу депутатов в регионах, им все же не хватает полномочий для более детальной оценки уровня жизни местных жителей и решения их проблем в полном объеме. Но работа в этом направлении уже ведется. Вячеслав Викторович Володин предложил внести изменения в Конституцию по поводу, то есть выровнять баланс властей. И тогда нам будет проще. Тогда здесь есть депутаты всех уровней, и нам включить административный ресурс будет легче. Ежегодный прием граждан в день основания партии «Единая Россия» стало уже традицией для всей страны. Ведь от слаженной работы чиновников и депутатов во многом зависит доверие населения к власти. Микаил Тангиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.
За последнюю неделю на дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили ранения. Одно из них произошло в минувшее воскресенье в сельском поселении Нарки Малгобекского района. 19-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ГАЗ-3102, совершил наезд на 65-летнюю местную жительницу, после чего скрылся с места происшествия. Женщина от полученных телесных повреждений погибла до приезда скорой помощи. В тот же день виновник явился в отдел полиции с повинной. Сейчас ведутся работы по выяснению обстоятельств происшествия. Махмуд Али Калиматов от имени жителей Ингушетии от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Забайкалье. Напомню, накануне там рухнул с моста автобус. 19 человек погибли, 2 десятка пострадали. Расследование происшествия взял под личный контроль глава Следственного комитета. По одной из версий, причиной крупного ДТП могло стать лопнувшее колесо автобуса. В связи с этим началась масштабная проверка всего пассажирского автотранспорта. Этот микроавтобус служит для перевозки людей уже более 5 лет. За такой немалый срок из-за износа деталей технические данные автотранспорта теряют в качестве, и передвижение без нужного обслуживания становится небезопасным. Но Абубакар Савдала, водитель транспорта, не допускает подобные ошибки. Ежедневно перед выездом на маршрут проверяет, механик проверяет, я сам лично проверяю. Полностью техническое состояние проверяется, механик сам лично проверяет. После проверки, соответственно, подписывает путевой лист, и я выезжаю в рейс. Работа водителем автобуса – одна из самых ответственных профессий. За рейс они перевозят порядка 20-50 человек, и малейшая неисправность автомобиля может привести к ДТП, где вероятность летального исхода слишком высока. Абсолютно все пассажиры довольны сегодняшним рейдом полиции. То, что нам предупреждает, что действительно дорожно-транспортные происшествия где-то, наверное, это больше относится к водителям. Ему надо это больше. А для нас пристегнуть ремни надо. Это да, действительно. За рейд было обнаружено несколько нарушений. Водители стараются соблюдать ПДД и проводить частые технические осмотры. Главная цель перевозчиков – предоставить своим клиентам качественную, комфортную и безопасную услугу. Пассажирский транспорт в Ингушетии технически подготовлен к маршруту, а нарушения проявились только в отсутствии тех или иных документов. В рамках сегодняшнего рейдового мероприятия был выявлен ряд водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения, касающиеся части перевозки пассажиров. Они привлечены к административной ответственности. Им выписаны соответствующие штрафные санкции. Данное мероприятие будет продолжено до особого распоряжения. Рейд был связан с недавним происшествием в Забайкальском крае. В Сертинском районе упал с моста и перевернулся пассажирский автобус. Погибло 19 человек, в том числе водитель автобуса и 2 детей. Госпитализировано 14 человек, 3 в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находилось 43 пассажира. Причиной опрокидывания стало повреждение переднего колеса. Также мы выражаем слова скорби и соболезнования родным погибшим при ужасном ДТП в Забайкалье, где автобус перевернулся с моста. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Подобные мероприятия должны снизить уровень дорожных происшествий с участием пассажирских автобусов в разы. А мы в очередной раз обращаемся к водителям транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, быть предельно внимательными, аккуратными и соблюдать все правила дорожного движения. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Дидигов. Новости 24. Назад в прошлое. Самобытная, богатая культурой, традициями, пропитанная духом времени. Все это о проекте «Легенды Ингушетии». Он инициирован заслуженным деятелем искусств Микаэлем Базоркиным. Это эпопея из 5 частей. Первая из них, спектакль «Эгигаст», был показан накануне. В этнокультурный экскурс зрители окунули актеры Русского государственного музыкально-драматического театра. Жаридат Халухоева расскажет об этом. С врагами пусть схватятся в битве, когда уйдут старики. Как и сотни лет назад, здесь на вершине башенных склонов вновь оживают легенды гор. Они воспевают народ, что, став одним целым, отказался от правителей, тем самым дав толчок становлению своей государственности. Подлинный сюжет, который подтверждается историческими свидетельствами. У вас все достойно. Но есть одна сложность. Нет одного человека, с кем можно было решать наши братские вопросы, и который все решает. Наш кров не полон, пока на нем нет представителя рода Эги.
В вашем присутствии мы о времени забываем. Момент становления. Именно так можно описать постановку «Эгигаст» в исполнении актеров Русского драматического театра. Ссылаясь на народные предания, они воссоздают историю ингушей, что, собравшись на совет старейшин у древнего храма Тхабаерды 3 дня и 3 ночи, пытаются избрать правителя среди лучших из них. И только на 4-й день, когда одеты в белоснежную черкеску, подпоясанную вместо ремня ослиной под грудой, Эгигаст приветствует гостей из Кабарды. Ингуши понимают, князь нужен им не больше, чем ветру уздечка. Не будет у ингушей князей, но будут у нас эстихологи. Стойкость, смелость и вера в светлое будущее. В своей постановке Микаил Базоркин отобразил не столько истории ингушей, сколько мудрость народа, сумевшего сохранить демократическое устройство своего общества. Показать его в полной мере помогли живые декорации, говорит Ахмед Ильянов. Именно он так искусно сыграл героя Газда, чей облик вдохновлен самой горной природой. Но репетировать у себя там на базе, на равнине будем говорить, это одна история. Приезжать сюда, здесь репетировать в атмосфере древневековых башенных комплексов, это совершенно другая эмоциональная составляющая. Наверное, все-таки это история, которая должна иметь за собой продолжение. И вот этот пласт истории нужно поднимать и реанимировать. Как и десятки других постановок, Эгигаст призван достучаться до самых отдаленных уголков человеческой души. Здесь, на вершине гор, где еще сохраняется атмосфера самобытности, сделать это оказалось куда легче. Ожившей историей вдохновились все театралы, в том числе Магомед Башираушев. Мне очень интересной кажется сама идея обращения к вот этим историческим примерам героизма, мужества, благородства наших предков. И то, что он ставит эти постановки вот в этих исторических местах, где эти события происходили, вот эти башни, которые остались с тех времен, они помогают воссоздать дух той эпохи. И действительно, в этих постановках сама жизнь предков, с ценностями, которые помогали им выжить и сохранять то, что было дорого. Эта история не закончится на одном лишь Эгигазде, легенда Ингушетии. Проект, инициированный Микаилом Базоркиным, включает в себя 5 блоков из различных спектаклей, которые так или иначе унесут в прошлое. Будет паспорт, тоже моя пьеса, моя постановка. Это история депортации, но снивелированная с уровня узконациональной трагедии до общегосударственной трагедии. Вот такая подача. Вот. И в следующую субботу у нас в Агикале будет 2-я часть «Осьминогов». Умело раскрыть всю палитру красок ингушской событийности, уделив особое внимание этикету и предметам быта. Идея, зародившаяся еще в начале года, стала реальной благодаря поддержке Министерства культуры как России, так и Ингушетии. Она, как надеется автор проекта, продолжится и по окончанию года театра. Была идея создать вообще, это очень давно все происходит, театр Адата, театр этикета, потом вот здесь начали фестиваль этикета, к этому подключились наши соседи из других республик, им тоже стало интересно, да, где-то это уже практиковалось, прежде в другой форме, да, мы никак не дублируем друг друга, вот, но в иной. Потом родилась идея создания фестиваля этикета сначала ингушского, потом уже общекавказского и, может быть, даже международного. Каждая новая постановка для актеров театра – это новые ощущения, новый смысл, вложенный в сюжет и огромный опыт, бесценный. Они получили его и благодаря легендам Ингушетии. Жирада Кулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В прошлом году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей. При этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами. Для обмана россиян мошенники пользуются левыми сим-картами, причем не все люди это понимают. В прошлом году в России было совершено 206 тысяч киберпреступлений, из которых раскрыто 35 тысяч. В среднем каждый обманутый гражданин лишался от 100 до 500 тысяч рублей. Отметим, что летом текущего года Центробанк передал операторам связи информацию о более 2500 номеров, с которых звонили клиентам различных финансовых организаций. Ингушский спортсмен Магомед Амин Сычоев стал победителем первенства России по дзюдо среди юниоров. Соревнования проходили в Дмитрове. На каждого из соперников у него уходило лишь несколько минут. Борца поддерживал его родной клуб «Чингис». Идрис Ижиев с подробностями.
Уверенными болевыми приемами и зрелищными бросками Магомед Амин Цычоев побеждал схватку за схваткой. Опытные и грозные соперники не в силах помешать Магомед Амину подтвердить титул главной силы и надежды Ингушетии в Дмитрове. 5 схваток, большинство из которых взяты досрочно. Таков результат новоиспеченного чемпиона первенства России по дзюдо среди юношей. Москве, Халайра первый выход в финале. Хадзио готовится здесь, дик пханялч Кубка Европы хвесы. Цигчер Кубка Европы, хажа первенство мира, первенство Европы вахтугусу. Поздравить и поддержать триумфатора приехали воспитанники родного спортклуба «Чингиз», друзья и родственники, которые вместе со всем тренерским составом переживали и следили за схватками своего земляка. Во многом благодаря хорошей подготовке Магомед Амин с легкостью одолел своих соперников. Выступил отлично, стал чемпионом России. Это для нашей республики, для нашего клуба отличный результат. Благодарю его тренеров, кто с ним поехал, кто все поддерживали. Всех, кто приехали встретить. А мы продолжим свою работу, будем стимулировать, чтобы остальные дети видели и тоже занимались спортом. Спорт без разницы, дзюдо, борьба, тэквондо. Главное, чтобы наша молодежь была здоровой. Ингушский дзюдоист, ранее победив на престижном международном турнире в Нальчике, продолжил победное шествие и на первенстве России. Главный тренер лично присутствовал на соревнованиях, и на протяжении всех схваток Магомед Мальсагов давал советы и держал процесс на контроле. Он тренировался, готовился к этим соревнованиям, серьезно отнесся. Вот это главное. Результат очень хороший. Он показал яркую борьбу, выиграл все схватки, почти досрочно выиграл. Показал очень хорошую борьбу. Будучи юниором, Магомед Амин успел выиграть огромное количество трофеев. В ближайшее время в его графике еще несколько крупных турниров, где он намерен продолжить завоевывать победы для Ингушетии. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Уже завтра во Дворце спорта «Магаз» стартует всероссийский турнир по боксу среди взрослых в памяти первого героя России, генерала-майора авиации Сулумбека Асканова. Почти все готово к старту соревнований. Инновационный дворец спорта – идеальное место для проведения масштабных турниров. В центре зала уже установлен ринг. Также позаботились и о местах для судей и почетных гостей. Всего ожидается более сотни участников со всех регионов страны. Ингушетию на турнире представят порядка 40 спортсменов. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, будут награждены дипломами и денежными призами. А самое главное, удостоены титула мастера спорта класса А. Что такое это класс А? Это здесь присвоением класса А. Турнир с присвоением мастера спорта России. Будет присваивать, подаются документы Министерства спорта Российской Федерации, и министр спорта будет подписывать звание мастера спорта России боксерам, которые выиграли эти соревнования по своим критериям, провели определенные бои, участников, количество регионов. Количество штрафов за невыплату заработной платы в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. С таким предложением выступил Минюст. Отмечается, что сейчас российское законодательство предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей вне зависимости от количества работников, не получивших денежное отчисление. Однако, по мнению авторов инициативы, невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушений. И наказание должно назначаться за все. Так, при одобрении этого предложения сумма штрафа может вырасти до 50 миллионов рублей. Беседы с молодежью о противодействии такому явлению, как экстремизм, стали обязательным пунктом образовательной программы практически в каждом учебном заведении региона. Круглый стол прошел в селении Кажево. На деталях разговора общественников и школьников в нашем сюжете.
Кабинет русского языка и литературы стал эпицентром обсуждения террористического направления. Полсотни школьников приглашены на лекцию о негативных последствиях влияния экстремистских и религиозных групп. Молодежь в силу отсутствия опыта и неустойчивого мировоззрения легко становится жертвой и одновременно живым орудием в руках террористов. Сами же они предпочитают прятаться за спинами этих обманутых юношей и девушек. Как и в этот раз, в прошлом году нас не раз посещали религиозные деятели. Они всегда доходчиво объясняют, как защитить себя от пагубного влияния экстремизма и терроризма. Помимо них, родители дома и преподаватели в школе также говорят, как вести себя в отношении этой глобальной проблемы 21 века. Мы считаем, что эти знания пойдут нам только на пользу. Ислам – религия мира. Священный Коран призывает жить в мире и согласии с людьми разных национальностей и вероисповедания. Но экстремисты и террористы исказили подлинный смысл мусульманской веры и создали ей репутацию агрессивной и нетерпимой к другим религиям. Школьники уже проявляют по этому поводу беспокойство. Это самая, так сказать, глобальная проблема на данный момент. И именно касается нашей религии, потому что сейчас люди, которые не терпят нашу религию, постоянно распространяют о ней плохие вещи. И другие люди, которые воспринимают эту информацию, видят нашу религию совсем не такой, как она есть на самом деле. Поэтому эти мероприятия очень важны. Я сам вижу, как меняются взгляды моих одноклассников, тех, кто со мной сидит на этих мероприятиях. Мы хорошо воспринимаем эту информацию и понимаем все. Профилактическая конференция затронула все аспекты вербовки молодежи, и по единогласному мнению самым популярным и эффективным механизмом из них является пропаганда терроризма и экстремизма в соцсетях. Молодые люди – самые активные пользователи интернета и первые жертвы вербовки. Просторы всемирной паутины заполнены видеороликами о лжетрактовке сур из Корана. Социальные сети у нас это такие как ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Телеграм, Фейсбук. Соответственно, в этих сетях есть сообщества. Некоторые сообщества бывают в основном именно, которые осуществляют вербовку, они бывают закрытого типа, чтобы лишние люди как бы туда не попадали. И, соответственно, в этих сообществах есть администраторы, и, как обычно бывает, администраторы не высвечиваются, то есть они скрыты настройками приватности. Человек, который заходит в такие группы, высвечивается диалоговое окошко для связи с администрацией. Посредством задавания вопросов уже происходит непосредственный контакт с этим администратором сайта. И, соответственно, осуществляется дальнейшая вербовка данных людей, в основном участников данной группы. Круглый стол одновременно стал и дискуссионной площадкой. После каждого выступления слушатели также задают вопросы. На конференции присутствуют представители различных ведомств и организаций, занятых профилактикой терроризма и экстремизма в нашем регионе. Они довели до школьников информацию о способах и методах вербовки, а взамен получили много ценных советов от самих ребят. Вся деятельность, связанная с профилактикой по борьбе с экстремизмом и терроризмом, проводится нами для того, чтобы ребята не были обмануты лжепроповедниками. Они должны знать, откуда идет это зло и чем оно сопровождается в дальнейшем. Главное – слушать старших, и тогда никаких проблем не возникнет. Подобные мероприятия стали традиционными в нашей республике. К слову, на примерах ошибок людей, уже попавших в идеологическую ловушку терроризма, молодежь понимает, к чему все это может привести. Профилактические же акции в лишний раз напоминают им об этом. В завершении встречи представители духовенства в очередной раз призвали молодежь обдумывать каждое свое решение и прежде всего советоваться со своими родителями. Организаторы встречи, в свою очередь, раздали памятные билеты, чтобы те передали их своим потомкам. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Конкурсы, награждения, подарки, концерт. Раздвинуть рамки и дать больше возможностей не совсем обычным ребятам. Этому способствует Центр культуры, спорта и туризма. Ими были организованы игры особенных детей. В увлекательном мероприятии приняли участие воспитанники Республиканского реабилитационного центра и Клуба добрых людей. И все это в канун Дня инвалида. Репортаж нашего корреспондента. То ли творческая задумка, то ли такое видение юной художницы позволяет Малике Аушевой на белом листке бумаги нарисовать цветок черным фломастером. Волнение к предстоящему конкурсу на лучший цветок она скрывает, как искусная актриса. Такой недуг, как эпилепсия, Малику не останавливает нисколько. Напротив, любовь и забота ее мамы придают все больше сил на дальнейшие творческие достижения. Малике будет 7 лет, она любит рисовать, любит учиться. Хотя она в школу не ходит, но она сама дома старается. Меня просит, брата, сестренку просит, чтобы мы буквы написали, например, и чтобы мы примеры тоже.
сидит сама решает. Проблема социальной адаптации таких детей очень актуальна и в наше время. Детская инвалидность становится серьезным препятствием, ведь в начале своей жизни малыш учится многому, открывает для себя мир новых и незнакомых явлений. Важно отметить, что такой термин, как «ребенок-инвалид», считается грубым и агрессивным, а в ряде европейских стран даже никогда не употреблялся. Дети с ограниченными возможностями или дети с нарушениями показывают сегодня присущие им искренние эмоции, самое чистое, естественное веселье. По-настоящему наивное и лишенное всякого негатива. Добро вернется бумерангом. Пусть день начнется с доброты, и выйдет солнышко в ненастье. И этим самым, друг мой, ты в мир принесешь немного счастья. Игры особенных детей – это целая развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями. Республиканский реабилитационный центр и клуб добрых людей, богатый стратегиями шахматных боев, талантливыми художниками, а также настоящими поэтами, которых муза, кажется, не покидает ни на секунду. Я люблю играть в шахматы, это очень интересно, и я люблю ждать. Если долго-долго-долго в самолете нам лететь, если долго-долго-долго на Россию нам смотреть, то увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы, ленты рек, озера, горы. Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, и поймем тогда, какая наша Родина большая, необъятная страна. День особых людей отмечаем, тех, чьи судьбы не очень легки. От души вас сейчас поздравляем, вы герои великой страны. Я рисую двое лебедей, которые делают сердечко. Да. И я начинала с их тела, потому что если я начну с головы и с лица, то я не пойму, что я нарисую. Для маленьких и одаренных свои песни подарили и звезды ингушской эстрады. Завершением игр стало награждение отличившихся в конкурсах, грамоты и призы за лучшее исполнение песен и стихотворений, а также награды за лучшие рисунки и не только. Всем собравшимся раздали подарки. За первое место в конкурсе на лучший рисунок в рамках мероприятия «Игры особенных детей» награждается Алдыганова Элина. Умничка, детка. Вот такой подарок. Можешь рисовать. Детям с ограниченными возможностями необходима помощь и поддержка не только от родителей, но и общества в целом. По словам Адама Итазова, улыбки на лицах детей – не что иное, как долгожданный итог этого дня. Мы видим, что нам удалось осуществить то, что было задумано нами. Мы увидели на их лицах улыбку радости. Устраивать побольше таких светлых дней в их жизни можно, просто поверив в них. Мы не должны забывать, что люди с ограниченными возможностями могут все. Или почти все. Главное им в этом помочь. Радат Хулхоева, Адам Мережкова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Работодатель вправе сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников по собственной инициативе. Как это сделать, рассказали в Роструде. Если инициатива исходит от работодателя, то последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта. Кроме того, сотрудник вправе попросить выходной, но без сохранения зарплаты. Или взять отгул за работу сверхурочно. Роструд также напомнил, что 31 декабря предшествует нерабочему праздничному дню. Поэтому его продолжительность сокращается на 1 час. Выступающие вены на ногах – первый сигнал о проблемах кровообращения. Варикоз – не просто косметический дефект, а серьезное заболевание, которое нельзя недооценивать. К его лечению важно приступить на ранних стадиях. Нередко заболевание приводило и к летальным исходам. Как избежать подобных последствий и насколько важна профилактика, расскажет Диана Дударова. Она сегодня общалась со специалистами из Москвы. Ну, отеки не идут у вас как-то вас опираться по-хорошему.
Станислав Туликов, врач-флеболог, практикующий хирург из Москвы, проводит операции, УЗИ-диагностику и весь спектр необходимых исследований на современном и качественном оборудовании. Жители региона принимают уже во второй раз за последние 2 месяца. И тут оказалась ситуация-то не то даже хуже, чем я думал, все абсолютно устрашающее. Да? Потому ко мне 100% шли на прием, если у них 100% был варикоз, и 100% они нуждались в оперативном лечении. Варикозное расширение вен – одно из самых распространенных заболеваний. По статистике, в основном им страдают женщины. Беда в том, что люди не всегда воспринимают этот недуг всерьез. Однако он портит не только эстетичность ног, но может вызвать опасные последствия в виде образования тромба в вене, который нередко приводит к гибели. Страдать венозным заболеванием можно и без всяких видимых признаков, поэтому и обладательницам красивых ног тоже не стоит пренебрегать своевременной диагностикой. А причины расширения вен могут быть разные. А на Кавказе вообще более предрасположенность есть генетическая именно по варикозной болезни, это описано там в различной литературе. Но учитывая еще, раз это же проблема еще наследственная, и проблема еще и гормональная, особенно здесь у женщин тоже очень много выражено, потому что достаточно много родов бывает, это же постоянно гормональные перестройки. За 2 дня приема Станислав Туликов уже успел принять около 100 человек. Среди них не только пациенты, страдающие варикозным расширением и хронической венозной недостаточностью, но и те, кто даже не подозревал о заболевании. Так и Лейла Костоева на приеме у врача оказалась совершенно случайно. К сожалению, худшие опасения подтвердились. У меня глубокие вены, но тем не менее отеки, то, что там показывают, требуется операция. А вы ранее даже не подозревали? Ну, я не думала, что настолько операция предвидится там. Ноги болели, отекали, бывало такое. Современные медицинские технологии сегодня позволяют устранить проблему варикоза за 1 день без проведения общей анестезии. Для этого применяется эндоваскулярная лазерная облитерация вен. Врач-флеболог уже успел провести 3 такие операции всего за 1 день. Мы проводим операции самым передовым методикам. Это вот эндовазальная лазерная электрокоагуляция, то есть без разрезов. Человек к нам приходит, мы проводим эту манипуляцию, через проколы человек встает, гуляет 1,5 часа, на следующий день приходит на перевязку, все. Он избавлен от варикоза на 1 день. За 1 день буквально. Станислав Туликов и его московские коллеги-флебологи реализовали проект «Стоп варикозу». В рамках программы открывают клинику в Ингушетии. Квалифицированные врачи будут принимать в Назране в клинике «Стоп варикоз». Левое крыло Ковчега, телефон для связи 8 928 918 92 92. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.